Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Якутск сегодня». Мы выходим одновременно и на телевидении, и радио ТТИМ, Саха-радио, это национальная вещательная компания «Саха». Режиссеры Николай Слепцов и Екатерина Голикова. У микрофона ведущий Юрий Сергеев. Доброго дня. В нашей сегодняшней передаче в республике продолжается месячник охраны труда. Информация специалистов. Это будет во второй части нашей телерадиопрограммы. Ну, а прямо сейчас я представлю гостя нашей студии. Это Иванов Иван Сергеевич, главный врач Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи. Здравствуйте. Добрый день. Уважаемые телезрители и радиослушатели, телефоны прямого эфира я вам напомню: 32 2066 и 32 11 66. И что касается сегодня работы, РБ-2 Центра экстренной медицинской помощи, пожалуйста, можете звонить к нам на эти телефоны, задавать вопросы Ивану Сергеевичу Иванову, главному врачу Республиканской больницы. Вот с чего бы мне хотелось начать нашу беседу сегодняшнюю, Иван Сергеевич. Кстати говоря, недавно как-то в Министерстве по делам Дальнего Востока, по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева заявила, что мы запилотировали в Якутии как раз в северных арктических территориях новую форму оказания медицинской помощи мобильными бригадами. Когда выделяется группа специалистов, в том числе узко специализированных, не профилактическим образом, не хаотично, не отрывая врачей от основной деятельности, но эта группа регулярно проезжает все отдаленные территории с определенным ритмом и с определенными задачей. Да? И вот, конечно, первый вопрос мне бы хотелось, конечно, вот такой задать. Прошло уже больше года, как стартовала в нашей республике проект такой стартовал, это мобильные хирурги. И, конечно, за этот период времени есть что, наверное, вам сказать, нашим телезрителям и радиослушателям, в каких районах побывали ваши врачи, и сколько человек прооперировано, по каким диагнозам. Иван Сергеевич, пожалуйста. Действительно, 10 января 2024 года приказом Министерства здравоохранения сформирован новый вид оказания медицинской помощи в республике и на территории Российской Федерации. Да, впервые задействован мобильный хирургический центр, или по-другому мобильный хирургический отряд на базе Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи. Создание его обусловлено в рамках исполнения указа главы Республики Александра Сергеевича Николаева, и это логическое, скажем так, продолжение развития выездной формы оказания медицинской помощи. Все мы знаем, что у нас работает санитарная авиация на оказание экстренной медицинской помощи, доставки пациентов. У нас есть арктическая медицина, у нас выезжают офтальмологи, онкодесант у нас есть. И чтобы, так сказать, больший круг лиц, больных пациентов, наших жителей республики охватить, был создан мобильный хирургический центр на базе нашей больницы. 10 января он начал работать, пилотно мы выехали туда в РБ-2, в Нерюнгринскую центральную районную больницу, и за весь год мы провели 22 выезда в 16 районов республики. Почему 16 районов? Потому что некоторые районы выезжали 2-3 раза. К сожалению, не можем мы сразу охватить все количество пациентов, которым необходима медицинская помощь, потому что это и расходные материалы с собой надо везти, какие-то инструменты и так далее. Это, как правило, очень большой груз, порядка 250-300 килограмм с собой тащим. И, соответственно, выезжали некоторые районы мы 2-3 раза, такие как Нерюнгринский, Алданский район, в Нюрбу 2 раза ездили. И охватили 16 районов. В этом году мы охватили уже 5 районов. И уже планируется выезд у нас еще в 2 района в ближайшее время уже непосредственно, пока у нас река стоит. И за 2024 год мы провели, учитывая, что мы хирургическая служба все-таки, мы провели 603 оперативных вмешательства. То есть это очень серьезная цифра. Учитывая, что 16 районов можно так высчитать примерно в среднем, сколько мы сделали операций. Из этих 603 операций, 59 это были экстренные операции. То есть пациент получил травму или что-то у него случилось, острая хирургическая патология, наши врачи были на месте. И чтобы не доставлять его в город Якутск, мы провели оперативное вмешательство
непосредственно центральной районной больницы. 77 эндопротезирований тазобедренных суставов. Это те операции, ради которых пациенты, не то чтобы вынуждены, но обязаны приехать в город Якутск. Потому что это высокие технологии. Но учитывая, что у нас прошло глубокое перевооружение центральных районных больниц в последние годы, именно вот этот фактор, собственно говоря, и позволил нам выезжать в районы и делать там операции, потому что все необходимое оборудование, по большей части, на 90%, оно в центральных районных больницах присутствует. Нам необходимо взять только расходные материалы, руки, голову наших специалистов для оказания медицинской помощи. Валентин Ильич, а как проходит отбор все-таки пациентов, да? И, наверное, не в каждом, скажем, районе, где-то возможно проведение вот таких операций. Конечно, учитывая, что мы первый раз, когда организовывали, да, и Нерюнгри выбрали мы это не случайно, учитывая, что это крупная центральная районная больница, отбор проходит у нас следующим образом. Сначала у нас начинается такой заочный этап. Мы определяем перечень оборудования, которое есть в центральной районной больнице, для того, чтобы понять, что мы можем там сделать, что мы не можем сделать, и что если чего-то не хватает, что мы можем с собой взять, нам необходимо взять с собой. Потому что транспортная схема у нас очень сложная. Где-то самолетом, где-то рекой, как говорится, где-то машиной добираемся. Второй момент – это отбор пациентов. То есть мы должны понять в конкретно взятом районе, какие специалисты и какие виды оперативных вмешательств более востребованы. Потому что взять, к примеру, нейрогринскую ЦРБ. У нас очень востребованное большое количество операций делается с отоларингологами. Это искривление носовой перегородки, затруднение дыхания и так далее, септопластики. А в Нерюнгри работает хороший врач-отоларинголог. И он там эту потребность практически закрыл. Соответственно, во все районы нужно ехать, а в Нерюнгри не надо. Поэтому мы определяемся с перечнем. Как правило, он примерно одинаковый. У нас выезжает очень большой востребованностью, пользуются колопроктологи, отоларингологи, абдоминальная хирургия, травматологи-ортопеды, собственно говоря, для проведения оперативных вмешательств и эндопротезирований. В этом году 3 операции нейрохирург провел у нас и сосудистые хирургии. Этот тот костяк, который у нас выезжает практически в каждый район. Например, и после операции, конечно, требуется реабилитация, да? Послеоперационная, даже, скажем, на следующий день и последующие дни. То здесь, наверное, все-таки там-то условия разные бывают, наверное, в районных-то больницах. Конечно, районные больницы отличаются друг от друга, да? И надо понимать, что когда мы пациента, принимаем решение о том, что да, мы пациента этого берем на операцию, приезжаем непосредственно в район, повторно его осматриваем, то есть мы уже непосредственно перед операцией. И бывает такое, когда мы отказываем пациенту в операции на месте в ЦРБ, потому что по общему состоянию ему лучше провести операцию в городе Якутске, на нашей базе, с нашим оборудованием, с нашими специалистами. Непосредственно, несмотря на то, что выезжают не просто хирурги, у нас выезжает целая бригада, это анестезиологи в том числе, это операционные медсестры-анестезистки, потому что есть специфика определенная там, да, при таких глубоких наркозах, скажем так, и таком количестве наркозов, которые они делают. Помимо прочего, мы с собой еще и брали техническую службу, там, где есть необходимость для откладки оборудования, даже айтишников брали, для того, чтобы выстроить сеть. Потому что у нас медицинская система на цифровом формате находится, в онлайн-режиме. И только после этого тех пациентов, которых мы можем соперировать, мы оперируем на месте. Тех пациентов, которые не можем соперировать, мы не просто им отказываем в операции, мы назначаем дату госпитализации конкретно, чтобы пациент спокойно, без лишней нервотрепки приехал к нам и, собственно говоря... новые технологии, все-таки телемедицина используется, наверное, все-таки, да, в любом случае. Телемедицина — это вообще как бы наша палочка-выручалочка. Телемедицина — это уже не ноу-хау какое-то, что-то новое, это уже такая, давно уже, скажем так, текучка такая, образно говоря, и она настолько нарастает. Там у нас порядка, сейчас бы не ошибиться, несколько тысяч телемедицинских консультаций в год делаем мы. Конечно, в этом процессе участвуем не только мы. В каждой медицинской организации в той или иной мере, да, взять там онкодиспансер или там Первую республиканскую больницу, все участвуют в оказании медицинской помощи по своим. И, конечно же, все тяжелые пациенты регионального сосудистого центра и так далее, они 100% должны быть консультированы с больницей 3-го уровня, то есть с республиканским учреждением. Уважаемые телезрители, радиослушатели, если есть какие-то вопросы главному врачу
республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи Ивану Сергеевичу Иванову, то, пожалуйста, звоните 32 2066 32 11 66. Теперь мне бы хотелось, Иван Сергеевич, чтобы вы, тоже нашим радиослушателям в рамках нам отведенного времени рассказали о работе регионального сосудистого центра РБ-2, Центра экстренной медицинской помощи. Вот она ведь является одной из самых лучших в Российской Федерации по лечению инсультов. И сколько, интересно, в год проходит человек через ваш центр? Историческую справку такую легкую дам. Да, региональный сосудистый центр был организован в 2011 году. У нас, это не секрет, что на первом месте по смертности находится болезнь системы кровообращения. И в региональный сосудистый центр, это больница третьего уровня считается, на втором уровне у нас первично-сосудистое отделение, которые в районах располагаются, и первый уровень это непосредственно поликлиники различные и так далее, мелкие ЦРБ. И, соответственно, этих пациентов по утвержденной маршрутизации доставляют к нам, консультируют с нами и так далее. И с 2011 года он показал очень хорошие результаты работы своей. И на сегодняшний день количество пациентов вообще оно неуклонно, постепенно всегда нарастало. С 2024 года часть функций регионального сосудистого центра мы передали первой республиканской больнице в связи с открытием кардиососудистого центра. Но количество пациентов, оно, конечно, уменьшилось, но незначительно. Справочно, в 2024 году у нас через наш сосудистый центр прошло 1065 пациентов. Было выписано. Более 1000 пациентов, получается. Раньше количество было 1400, несмотря на то, что там половину дали, все равно количество больных достаточно большое. Есть тенденция определенная к росту. Но у нас в рамках борьбы, скажем так, на нашем уровне внедряются и новые виды оказания медицинской помощи, и новые виды диагностики. И на съезде в 2023 году наше отделение нарушений острого мозгового кровообращения, это инсульты наши, геморрагические, ишемические инсульты, на съезде было, вручена награда была, было очень приятно о том, что он являлся лучшим по своим показателям региональным сосудистым центром Российской Федерации. То есть даже не Дальнего Востока, и очень приятно, что мы здесь вроде бы в глубинке оказываем очень качественную медицинскую помощь с очень хорошими показателями. Но все-таки существуют ведь передовые методы лечения, наверное, больных именно при лечении таких пациентов. И в любом случае, мне кажется, что эти передовые методы, они сегодня используются, скажем так, в целом по Российской Федерации. А что у нас, какие методы больше применяются? Сразу хочу сказать, что оказание медицинской помощи пациентам по многим профилям, оно строго регламентировано, то есть мы не можем отходить. Есть виды оказания, то есть те виды оказания, новые виды оказания медицинской помощи, которые мы внедряем, по сути, направлены всего на несколько вещей. В первую очередь, это снизить инвалидизацию пациента. То есть, если этот способ лучше, чем какой-либо другой в данной ситуации, у конкретного пациента при данной патологии его будут использовать. Соответственно, эта вариативность видов оказания медицинской помощи, она идет только на пользу всегда. У нас не один вид, а несколько видов для конкретного пациента. И если говорить о новых внедрениях, то в 2024 году, а я сторонник новых внедрений, мы внедрили 55 новых видов диагностики и оказания медицинской помощи, то есть оказания и диагностики пациентам по всем видам, в том числе и касательно регионального сосудистого центра. И тут я могу некоторые примеры привести просто, и попытаться объяснить пациентам. Для лечения пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, это транскраниальная магнитная стимуляция головного мозга, острой стадии инсульта. Для чего это делается? Острая стадия инсульта, то есть когда он только произошел, для того, чтобы снизить последствия этого инсульта, скорее пациента вернуть в общество. Этот способ, он помогает в том числе для лечебных процессов. Управление нейрогенной дисфагией, то же самое. То есть инсульты, они влияют на разные отделы головного мозга, в том числе и отделы, которые отвечают за глотательную функцию и так далее. То есть у человека вроде бы привычная функция для любого из нас, но при поражении головного мозга такое бывает. Это методические рекомендации, это лабораторные наши методы определения чувствительности организма к тромболитической терапии. То есть тромболизис – это тот вид оказания медицинской помощи, который направлен на снижение последствий при ишемическом инсульте, для рассасывания тромбов, которые должны использовать, в том числе даже в ФАПах. Это если касаться сугубо... 2 года назад впервые была проведена уникальная сосудистая операция на печени.
Вот, и годом ранее вот, освоены хирургические вмешательства через сосуды нижних конечностей. Вот можно ли сказать, что теперь такие операции, ну, скажем, поставлены на поток, они традиционны в вашей больнице? Да, мы устанавливаем анастомоз в печени, портально-ковальный анастомоз, да? Для чего он делается? Ну, просто это слова такие, да? Не все могут понять. При циррозах печени, поражениях печени, так наш организм устроен, да, что и высокий риск возникновения кровотечения с вен пищевода. Вот человек, как правило, этого не замечает очень долго, да, пока не увидит там, стул там, черный, там, что-то еще, не нарастет у него анемия, и он обращается непосредственно к нам. Вот. И для снижения давления, вот, собственно говоря, в этих венах, да, мы внедрили этот способ, и несколько у нас удачных очень, ну, все они удачные были, да, установки анастомозов, которые приводили, ну, просто очень хорошим результатом, давление тут же прямо на глазах снижалось. То есть, конечно, мы цирроз печени у пациента не вылечили, но риск возникновения его грозного осложнения мы нивелировали. Потому что этот пациент может дальше жить, как бы лечиться от основного заболевания, не боясь, что у него когда-то произойдет это кровотечение. На сегодняшний день, к сожалению, ну, санкции на стороны тоже не обошли, да. Вот, и мы вопрос отрабатываем сейчас поставки расходных материалов для данного вида оказания медицинской помощи. К сожалению, у нас в России не производятся они. Вот. А что касательно сосудов нижних конечностей, это вообще больная тема была. У нас очень много больных поступает с сахарным диабетом. Понятно, что сахарный диабет – это высокий риск тромбообразования, да и в первую очередь у нас, конечно же, нижние конечности задействованы. Вот, и пациенты к нам поступают, когда у них там незаживающие раны длительно, есть какие-то некрозы и так далее. И если консервативное лечение не приводило к успеху, пациента ждала ампутация, то есть инвалидизация. Вот, для того, чтобы с этим вопросом каким-то образом бороться, мы закупили оборудование вот несколько лет назад, пару лет назад, и уже активно внедрили вот этот способ лечения. Он у нас стоит на потоке. То есть мы заходим через сосуд в артерию под ангиографом в операционное и, ну, если по-простому говорить, просверливаем вот этот тромб. Для того, чтобы там можно было поставить, либо просто просверлить его, ставить как есть, либо поставить туда баллон и расширить его, да. Пациенты чувствуют изменения вот на следующее утро уже. Нога становится теплой, раны заживают. То есть мы, по сути, спасаем ногу от ампутации. Вот. И этот вид оказания медицинской помощи на сегодняшний день у нас стоит на потоке. То есть мы реально всех пациентов, которые к нам поступают, и по результатам годовой статистики, а статистика не врет никогда, у нас значительно снизилось количество ампутаций. Ну, в средствах массовой информации выходило сообщение о том, что переезде некоторых отделений вот, в связи с ремонтными работами по сейсмоустойчивости. Была такая информация. Ну, информация правдивая. Да, и какие отделения вообще переехали в действительности? Ну да, у нас надо понимать, что здание, оно 1984 года, достаточно такое, ну не то чтобы сильно старое, но старое, да. Вот, и появились там определенные, вот в части фундамента, да, трудности у нас, вопросы возникли для того, чтобы мы, ну, понятно, что ни Министерство здравоохранения, ни я лично как руководитель не можем рисковать жизнью пациентов, поэтому, конечно же, были предприняты меры о переезде тех отделений, которые там располагались. Мы вывели 3 подразделения, то есть Министерством здравоохранения были выделены нам помещения в здании Якутской республиканской клинической больницы. За это им большая благодарность, что они нас как бы приняли в свои стены. Это челюстно-лицевая хирургия, отделение отоларингологии и отделение нейрохирургии. Мы выбрали те отделения, которые менее зависимы от главного корпуса. Потому что КТ, МРТ, УЗИ, исследования и так далее, они, конечно, очень нужны больным хирургического профиля, очень часто им делают лор, ЧЛХ и неврология в меньшей степени. Организовали доставку пациентов и так далее, кормление пациентов, анализы и все эти моменты для того, чтобы, ну, пациенты не почувствовали какого-либо дискомфорта. В общем-то, помощь оказываем была такая же качественная. Остальные отделения, которые у нас там находились, это отделение травматологии, они разместились у нас на наших же площадях. Мы просто где-то потеснились, где-то пересмотрели площади. И, в общем-то, все отделения работают в том же объеме, в тех же силах, что и ранее. Так, ну, Иван Сергеевич, у нас осталось около минуты. Вот что вы скажете, обращаясь к нашим радиослушателям, телезрителям? Ну, я, конечно же, как руководитель медицинской организации, как врач, конечно, прежде всего хочу, пожелать здоровья. Желать здоровья – это одна, как бы, сторона медали. За здоровьем надо следить. Поэтому я призываю всех следить за своим здоровьем, не ждать развития каких-то тяжелых экстренных
патологией, когда необходимо уже обращаться в центр экстренной медицинской помощи, а все-таки периодически проходить диспансеризацию. Сейчас это доступно. Вот, следить за своим здоровьем, за вредными привычками. И, долгих лет жизни. Ну что ж, вот на этой ноте, пожелания всем нашим телезрителям и радиослушателям, мы завершим наш первый блок передачи «Якутск сегодня» в прямом эфире. А сейчас рекламная пауза. Уважаемые телезрители и радиослушатели, второй блок передачи «Якутск сегодня». Мы работаем в прямом эфире. Как вы знаете, в республике продолжается месячник охраны труда. И вот в связи с этим мы пригласили в нашу студию гостей. Это Владимир Владимирович Николаев, начальник отдела главного государственного инспектора труда по охране труда Государственной инспекции труда в Республике Саха-Якутия. Здравствуйте. Здравствуйте. И Алексеева Анатолия Афанасьевича, главного специалиста департамента уровня жизни, политики, оплаты и охраны труда, социального партнерства Министерства труда и социального развития Республики. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, уважаемые слушатели и зрители, тема, конечно, очень необходимая, важная, тоже актуальная, как и то, что мы говорили выше в первом блоке об общественном здоровье нашем, да, и поэтому без охраны труда это тоже сохранение здоровья человека, согласитесь со мной. Да. Поэтому, если какие-то вопросы есть вот к специалистам по охране труда, то нам звоните 32 2066 и 32 1166. Вопрос обширный, большой, за эти, скажем, 18-17 минут обо всем не расскажешь, но тем не менее хотелось бы, конечно, сказать, что задать вот такие, конечно, очень много мероприятий проводится, да, в связи с этим. Вот, пожалуйста, на каких бы вы остановились основных? Да, уважаемые зрители или гости этого канала, значит, с 1 апреля ежегодно в республике проводится месячник по охране труда. Так. Значит, месячник проходит согласно распоряжению. Он, значит, в рамках этого распоряжения 366 организаций проведения месячника охраны труда в Республике Саха-Якутия намечено очень много мероприятий. Допустим, в каждой организации в соответствии с этим распоряжением входят соответствующие приказы и утверждаются планы мероприятий по проведению того или иного мероприятия. В основном сейчас проводятся, например, круглые столы, допустим, да, КВНы, да, или какие-то конкурсы, конкурсы детских рисунков, значит, конкурсы специалистов, даже на знание того или иного нормативного документа. То есть здесь организации сами уже могут в любом формате это все проводить любые такие мероприятия, да, скажем, да, относящиеся к основной теме. Да. А вот если говорить по охране труда, из-за чего все это началось, да, вот 28 апреля это Всемирный день охраны труда, это была принята Международная организация труда, и в рамках этого, вот, допустим, этот год они, как бы, девиз такой у них, да, революция в области охраны труда и техники безопасности, роль искусственного интеллекта и цифровизации на рабочем месте. Первоначально, конечно, звучало так: революция в области охраны труда и техники безопасности. А потом вот они вот совсем недавно добавили роль искусственного интеллекта и цифровизации на рабочем месте. Вот слово «революция» как-то немножко, но действительно что-то происходит, нет, в охране труда? Ну да. Как вот, вы считаете? Вот, если взять Анатолий Алексеевич. Anatoly Afanasyevich, да. Афанасьевич. Законодательство, то если брать трудовое, то 311 закон был о внесении изменений. 22 года все это началось, и вот эти изменения очень большие и огромные, если брать раздел 10, это по охране труда. Поэтому вот хотелось бы, чтобы работодатели внимательно посмотрели, вот, потому что мы, когда смотрим коллективные договора или вот организациями смотрим, общаемся, то бывает зачастую, что нормативные документы у них еще устарели. То есть, как бы, приведите, еще тех далеких времен, приведите, наверное, пожалуйста, да? в соответствии, да, потому что раздел 10 поменялся, да, не только раздел 10, но и поменялся и правила, там есть определенные, именно по охране труда. Это все правила российского масштаба. Ну, это прежде всего, конечно, нужно, наверное, и руководителю, в первую очередь работодателю знать, да? А уж потом, наверное, и
Или наоборот, населению, работникам? Но если брать трудовое Того или иного законодательство, там предприятия. 214 статья, это работодатель обязан, да? А если брать работника, там следующая статья идет, это работник обязан, это совершенно другое, там у него все расписано, если брать по статейно. А если брать вообще, что такое охрана труда? Это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. То есть она включает вопросы правовые, значит, социально-экономические, организационно-технические, ну это вот, допустим, те же организации, да, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и реабилитационные мероприятия, ну и другие могут мероприятия. Вот действительно вы правильно подчеркнули, это сохранение здоровья человека, да, ну скажем, работника того или иного предприятия, скажем, коммерческого, некоммерческого, государственного учреждения и так далее. То здесь, ну, наверное, нет такого, скажем, ну понятие-то есть, конечно, создать условия труда, да, чтобы оно было какое-то действительно уж так на 100% как-то вот. Или все-таки нужно обеспечить то, что положено если брать, на любом рабочем месте, пусть у станка, там, скажем. Да, работодатель должен на каждом рабочем месте должен соответствовать требованиям, государственным требованиям по охране труда. То есть каждое рабочее место, поэтому, допустим, работодатель или любая организация любой формы собственности непосредственно должны все равно соблюдать требования охраны труда. Это не просто так написано. Это целый раздел. Если брать трудовой кодекс, это статья 209 начинается. Целый раздел. Там несколько статей. И касается это каждого работника и работодателя. Ну, другое дело, когда работник об этом знает, да, что вот действительно он может где-то пожаловаться на того же работодателя, да, вот, ну, не создают условия труда, охрана труда где-то хромает и так далее. Что в этом случае обязан сделать работодатель вообще? Ну и надзорные органы тоже, скажем, как вы, вот ваши. Ну, конечно, министерство это как орган исполнительной власти, субъект Российской Федерации в области охраны труда. Но здесь вопрос такой. Если у работника какие-то нарушаются права, то он имеет право, прямо там в статье так и написано, имеет право обратиться в соответствующие органы. Там независимо прокуратура, судебные органы или соответствующие государственные инспекции труда. Вот. Вот как раз мы, наверное, тогда обратимся к Владимиру Владимировичу, да, конечно, вот охрана труда, действительно надо, чтобы работник на рабочем месте все-таки соблюдал вот эти, да, все меры, что положено знать и как бы сохранить и свое здоровье, сохранить и производство в том числе. Ну вот много сейчас мы говорим о состоянии производственного травматизма вот, на предприятиях. Вот за 24 год, если, может, кто статистику приведете, ну и за последние, может, 3 года, да, если там такую небольшую статистику, пожалуйста, можете привести, да? Как у нас с этим делом? Да, мы, смотрите, мы всегда говорим о том, что там работник обязан, работодатель обязан. Все работодатели к нам подходят и всегда говорят то, что очень много требований, очень много чего. И все обязаны. Да, все обязаны, но мы, как государственная инспекция труда, всегда видим обратную сторону. То есть мы всегда видим то, что работники получают травму, каким образом они получают травму. На самом деле, если анализировать все материалы расследования, то все травмы, они в основном получаются из-за обычной халатности руководителей предприятий. Обычных халатности мастеров, инженеров, а также ответственных по охране труда предприятий. То, что все мы говорим о том, что да, есть очень много требований по охране труда, но все требования охраны труда, они написаны кровью на самом деле. Как говорили профессора Северо-Восточного федерального университета, бывшего ЕГУ, да, все требования охраны труда написаны кровью. Это неспроста, потому что у нас по статистике, да, каждый год получает травмы тяжелые или смертельные несчастные случаи происходит у нас примерно в год 80. То есть в прошлом году у нас произошло 66 по статистике, да, это предприятия, которые у нас зарегистрированы в Республике Саха-Якутия. Из них примерно больше 15 смертельных несчастных случаев. В 2023 году у нас зафиксировано более 80 случаев тяжелых и смертельных. То есть мы говорим о том, что государственная инспекция труда занимается и групповыми, и тяжелыми, и смертельными. Но есть еще статистика со стороны Фонда социального страхования. Легкие несчастные случаи, да, происходят легкие несчастные случаи, где не участвует государственная инспекция труда. Ежегодно, по сведениям Фонда социального страхования, ежегодно получает травмы примерно больше 300 работников.
больше 300 работников. Это у нас кто? У нас работник больничный получает, да, соответственно, производство останавливается, соответственно, потом еще у нас есть у работников, которые получили травмы либо тяжелые, либо, не дай бог, смертельные, есть иждивенцы. На них тоже выплаты получаются со стороны фонда социального страхования. Вот. Вот. Ну, а давайте опять же к работодателям обратимся, да, все-таки камешки будем в их огород пока бросать. Вот какие часто нарушения возникают у них, у работодателей? Основные нарушения, это у нас есть 4 таких основных требования к работодателям. Первое, это есть у нас система управления охраны труда, это вот в целом, да, которая должна функционировать в предприятии. Система управления охраной труда говорит о том, что у нас в предприятии должна быть охрана труда системная. Ну, то есть это начиная от руководителей до работника. Да, это ступенчатый контроль, там руководители подразделений, специалисты по охране труда, инженера. Вот, основные нарушения есть еще такие, как специальная оценка условий труда. Специальная оценка условий труда проводится для того, чтобы идентифицировать вредные и опасные производственные факторы. Какие есть? Допустим, освещение, звук, ну и биологические факторы, физические факторы, другие еще. Есть еще выдача СИС, средства индивидуальной защиты, которые должны выдаваться всем работникам, которые работают во вредных условиях труда, которые занимаются теми или иными действиями согласно своим должностным инструкциям. И четвертое, это у нас обучение по охране труда и медосмотр. Вот основные понятия такие, но основные выявленные нарушения по этим 4 пунктам и появляются. Все-таки вот медосмотр, мне хотелось бы тоже немножко задеть эту тему, да, Владимир Ильич. Как вы считаете, вот сейчас они как проходят, эти медосмотры? Ну, бывает иногда, так скажем, для галочки, да, для отчета там, например, проведен медосмотр, но на самом деле как это должно происходить? Может, что-то вы скажете? Значит, медосмотр, работодатель в лице директора или руководителя учреждения, они вначале составляют договор с тем или иным лечебным учреждением, которое имеет соответствующие лицензии. Значит, и там описывается, какие специальности специалисты должны проводить тот или иной медосмотр. Так, у нас телефонный звонок, дайте-ка наушники оденьте. Уважаемые участники. Ага, слушаем вас. Алло. Здравствуйте, меня зовут Андрей Тимофеев. Так. У меня вопрос такой. Когда уравняют в правах работника и работодателя, у работника слишком много прав в области охраны труда, и они все время выигрывают суды и так далее, и так далее. Спасибо. Так, понятный вопрос. Да, понятный вопрос. Пожалуйста, Владимир Давайте Ильич. попробую ответить на ваш вопрос. На самом деле, у нас право на безопасный труд у работника возникает статьями 37 Конституции Российской Федерации. Да, говорится о том, что каждый имеет право на безопасный труд. Когда уравняют права работников и работодателей, вот вопрос очень такой, так скажем, трудный. Но у нас есть работодатели, у которых есть право обратиться в прокуратуру, да, или право обратиться в суд. Если они в чем-то, если в чем-то сомневаются, что работник тоже сам виноват, да, у работника тоже есть свои права, то есть работник должен обязан тоже соблюдать трудовое законодательство, в том числе и соблюдать требования охраны труда тоже в том числе. Хорошо. Анатолий Васильевич. Значит, Андрей, ваш вопрос понятен, что вы хотите как бы уравнять. Но, скорее всего, такого не будет, потому что у работодателя свои цели, у работника как бы работает на работодателя. То есть он все равно как бы подчиненный. А здесь работодатель, он как руководитель. Но тем не менее, руководитель отвечает за своих подчиненных. На тех рабочих местах, которые он создал для них, или на тех рабочих местах, на которых они работают. Это первое, да? Значит, работник, он будет прав только тогда, когда нарушает законодательство работодатель. То есть, а работодатель будет всегда прав, если он не нарушает закон. И такое бывает. Поэтому говорить о том, что всегда работник именно прав, это решает только суд. Так, хорошо. Так, мы сами начали тоже, да, отвечать на вопросы, как раз, может, добавить еще. Насчет какого вопроса? То, что вот как раз вот по работодателям имеется в виду. Так, работодатель, да? Значит, если брать работодателя, то это говорится статья 214, работодатель имеет право. Там очень много всяких мероприятий, которые он должен проводить
вот, который Владимир Владимирович в том числе и сказал, там и спецоценка, да, вы сказали еще, что оказание медосмотра, да, если прохождение медосмотра, вот мы продолжим на эту тему, да, то после того, как договор уже с лечебной организацией уже подписан, они оговариваются, и работники проходят профилактический медосмотр, да, то есть это ежегодный, там обычно это бывает. В некоторых коллективных договорах сейчас уже записывается, что в организациях, что каждый работник должен пройти медосмотр согласно коллективного договора или это по соответствующей статье и по профессии, которую он занимает. То есть каждая профессия, там у каждого своя и свой специалист, допустим, тот же повар, да, тот же рабочий, допустим, который работает в аэропорту, это разных они проходят специальностей, поэтому здесь все так, как должно быть в договоре. А говорить, что они формально, неформально, нет, это они работают в рамках закона и в рамках тех возможностей, которые они сейчас проводят. Ну, я помню те времена, когда действительно вот приходили надзорные органы, да, тоже, скажем, с трудовой инспекцией, всегда вот интересовались, а где у вас уголок, да, по охране труда, чем он, есть ли там необходимые материалы и так далее. Но сейчас я не знаю, вот как это, с этим обстоит дело, или все-таки требование осталось? Нет, это требование есть, но работодатель, он должен работника обеспечить это раз, да, ознакомить это два, но ознакомить он не только может именно вот, как вы сказали, что именно вот должно быть висеть. Наглядная информация какая-то, да, агитация. Информационный может быть даже вот в любой формате, понимаете? То есть в любой форме, не обязательно на стенде. Об этом даже говорит в трудовом законодательстве тоже. Поэтому работодателей прошу внимательно это посмотреть и это привести в соответствие, у кого этого нету. Я думаю, это давно уже у всех есть. Ну что ж, у нас более минуты, наверное, до конца эфира осталось, да? Владимир Владимирович, ваши пожелания, наверное, вот как раз и работодателям, и работникам. Мои пожелания такие, что есть такая функция, с начала 2022 года возникает по федеральному закону 247, как проведение профилактического визита. Это когда вам инспектор приходит и объясняет. Тоже можно путем ВКС это сделать, когда работодатель вызывает инспектора, и инспектор вам будет объяснять такие нормы по охране труда, либо же нормы трудового законодательства объясняет. Это по итогам которого ни проверок, ни предписаний ничего не выдается, ни штрафов, ничего не бывает. Так что всем рекомендую проводить профилактические визиты. А также есть сайт-сервис онлайн-инспекция.рф, где можете ознакомиться тоже с нормами, с примерными ответами других инспекций труда на те или иные вопросы. Да. Ну и я хотел бы пожелать в том, что также с высказывания основателя нулевого травматизма Ханса Хонса Конкаревский, да, каждый имеет право вернуться домой живым и здоровым. Так. Ну что ж, вот на этой ноте тоже завершим наш второй блок программы «Якут сегодня». Спасибо за участие в передаче. Будем соблюдать охрану труда. До свидания, уважаемые телезрители и радиослушатели. Берегите себя.